Всем привет! Это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, и я рассказываю новости Словении простым понятным языком. Словения резко поворачивает направо. В стране снова меняется политический курс. К власти возвращается самый спорный политик страны Janez Janša. Janez Janša уже трижды был премьер-министром Словении. Особенно напряженным стал его предыдущий период у власти, во время пандемии COVID-19. Тогда Словения пережила массовые протесты. Тысячи людей выходили на улицы Любляны против ковидных ограничений. Ситуация доходила до столкновений с полицией. Использовались водометы, слезоточивый газ, были пострадавшие. Протесты проходили прямо у здания парламента. После этого Janša потерял свою власть. Ему на смену пришел молодой политик Роберт Голоб. И вот спустя 4 года Janez Janša вернулся. За него проголосовали 51 депутат из 90. Он обещает поддержать бизнес, ввести контроль миграции, снизить бюрократию, хотя может и демократию тоже, снижение налогов. Но, как мы знаем, самое главное, что дают политики, это обещания. Перед зданием парламента в Любляне появилась большая черная кубическая конструкция, внутри которой ехал велосипедист. Я сначала подумала, что это поклонник Малевича. Оказалось, это просто акция протеста. Из черного куба транслировались громкие заявления словенских политиков. Этот протест связан с израильской разведывательной компанией Black Cube, которая, возможно, имела влияние на выборы в Словении. Акция прошла мирно, черный квадрат не пострадал. Словенские автодилеры недовольны государственными субсидиями на электромобили. По условиям, недорогие электрические автомобили стоимостью до 25 тысяч евро получают наибольшую субсидию в размере 7800 евро. В эту категорию попадают китайские автомобили. Таким образом, словенское правительство стимулирует своих граждан покупать недорогие китайские электромобили. Столица Словении готовится к крупнейшим архитектурным изменениям. В Любляне планируется построить несколько высотных зданий в разных районах города. Скоро облик Любляны изменится. По всему городу будут понатыканы небоскребы. Например, болгарские инвесторы планируют построить огромный 16-этажный небоскреб прямо рядом с кинотеатром «Шишка». А венгерские инвесторы строят многофункциональный знаменитый комплекс «Моника» в центре города прямо на вокзале. В состав этого комплекса будет входить 100-метровая офисная башня. Небоскреб по-словенски «неботычник». Хотя задуматься, небоскреб тоже звучит странно. Небо-скреб. Вам какой вариант больше нравится? Скребсти или тыкать в небо? В Словении на рынке аренды недвижимости катастрофически не хватает жилья, и цены только растут. Сейчас правительство Словении с большой болью рассматривает гипотетическую возможность снизить налог от аренды жилья с 25% до 10%, а в некоторых случаях даже до 5%. Таким образом, хотят стимулировать собственников недвижимости сдавать свое пустующее жилье, в надежде, что жилья станет больше и цены упадут. Неужели нас ждут серьезные перемены, и квартиры в центре Любляны будут сдаваться по 100 евро, без залога? А если вы не планируете ждать понижения цен до 100 евро и хотите переехать в Словению уже сейчас, пишите в личку моего телеграма. В маленьком словенском городке Словень-Градец 45-летний мужчина в 8 вечера напал на полицейских. Сначала он начал бросать в полицейских коктейль Молотова. После этого открыл стрельбу из пистолета. Позднее выяснилось, что пистолет был шумовым. На этом мужчина не успокоился. Напал на одного из полицейских и нанес ему тяжелые ранения. В итоге мужчину удалось задержать. Сейчас ему предъявляют, помимо нападения на полицейского, также нанесение тяжелого вреда здоровью и домашнее насилие. Не успел муниципалитет города Домжали гордо заявить об установке нового скоростного радара в Радомле, как на следующий день был поставлен новый рекорд. Но не рекорд скорости, а рекорд по устранению радара. Новый радар в Радомле не смог пережить первую ночь и был уничтожен вандалами. В Европе начали отзывать игрушки, потому что в некоторых из них были обнаружены асбестовые волокна.
Самое канцерогенное и опасное вещество. Под подозрением игрушки с песком или порошком внутри. Например, кинетический магический песок, цветной декоративный песок для творчества, наборы для лепки и творчества с песком, тянущиеся фигурки и игрушки, наполненные песком. Асбест опасен не потому, что вы потрогали его рукой, а потому, что можно вдохнуть его ядовитые волокна. Вот, например, у себя дома я нашла вот этого резинового человека. Посмотрите, как он тянется. Похож, кстати, на Дональда Трампа. Только наверняка у Дональда Трампа пресс не такой. Извини, Дональд, но придется от тебя избавиться. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник будет от плюс 14 до плюс 29. Малооблачно, без осадков. Спасибо, Алиса. Я старалась. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!